В Усмайском районе после разгула стихии поселок Эльдикан оказался полностью обесточен. Сильный дождь с градом и шквальным ветром повалил деревья на провода высоковольтных линий. Удалось ли работникам Эльдиканской РЭС ликвидировать последствия, расскажет наш корреспондент. Жители поселка Эльдикан продолжают испытывать на прочность природные катаклизмы. Еще не оправившись после прошлогоднего разрушительного наводнения со льдом, на поселение обрушился шквалистый ветер с дождем и градом. Где слабо, там и рвется. Ветхие опоры электролиний не выдержали, и часть из них попросту попадали. Эльдиканцы опять остались без света. Это вина электриков. Почему они заблаговременно столбы эти где-то поменяли, где-то не поменяли? Вот у нас этот старый столб, он стоит, его не заменили. Вот если бы труб этих отопления не было, и он бы упал на дорогу, тогда бы меры приняли бы. Глава поселка Александр Бороздунов был более категоричен. Я видел, как в прошлом году работали по устранению последствий паводка. Вот это действительно работали. Сейчас организация труда безобразная. Администрация поселения запустили резервные источники питания, генераторы. Своими силами были подпитаны администрация, здание Сахателекома, больница. Глава поселения недоволен оперативностью работников Эльдиканской РЭС, которые с опозданием, по его мнению, приступили к ликвидации аварии. К вечеру будет двое суток отсидеть без электроэнергии, хотя по линии 6 киловольт поселок запитан со вчерашнего обеда. Подстанции включить не в состоянии. Во избежание возгорания и усугубления ситуации было принято решение включать последовательно с осмотром каждой линии, что и мы и делали, и параллельно устраняли те замечания, которые обнаруживали. Ровно через сутки энергетики подали электроэнергию на центр поселка, водозабор. Часть поселка оставалась без электроэнергии. И, наконец, почти через двое суток все объекты и жилые дома поселения были обеспечены электроэнергией. Но остались вопросы. Почему энергетики оставили системы энергообеспечения поселения Эльдикана полусгнившие опоры? Они заменили их после паводка. Ведь деньги на ликвидацию последствий паводка, наверное, были. Юрий Таюрский, поселок Эльдикан.